Видим, что какие-то проблемы у номера 9. Суперфай Николай, задымилась машина. Лидирует номер 12. Спасает Максим. Три болта, две гайки. Почему 3 болта? Ну потому что три должно быть. Как 3? Если всего 2 болта. Третий-то куда? Так, Пихтер. Слышал, ты вообще угорал. 3 болта, 2 гайки, блядь. Это проходит, да? Проходит. Там этот, видишь, да? Кого? Давайте это все. Какой, бля. Это куда так? В Новый. смысле, ты тот же самый мне отдал, нахуй. Смотри, резьба сорвана, ты чё, блядь? Женя, какая шпонка? Поняла? Что она? Вот так. С Женькиной кожей влетела. какая? И расперлась. Новая. Я поставил, гвоздики, ну, надо поменять, найти нормальные шплинты. Это у нас разбор полетов. Сейчас приводы ставим. Это прокладки, низ. Прокладки низ. Они не знаю, это проба же была. Кстати, они как повели себя вроде нормально, да? Да, вроде бы. Да. Это и сюда. Это, кстати, датчик температуры выхлопа. Не, он там подсюда пойдет. Так. Я знаю. Ага, я не помню. Вот же кронштейн, да. Ты покрасил все, мне теперь не знакомо. Мгм.
это затягивается, потом это затягивается, потом это затягивается, потом здесь затягивается. Причем есть гайковер. Моторспорт собирается песком и грязью. И руками настоящий. Главное что? Хладнокровие. И это. Ну не нервничать. А я нервничаю. Так, что у меня осталось? Что проверить? Снимаешь, да? Иди помоги, я тебе скажу что. Короче, надо вот эту часть мотора туда толкнуть. На туда, ага. Нихуя. Все, пойдет. Нет, не надо. Что, нет? Еще, все, толкнуть. О, есть. Пацаны. Есть? Да. Теперь говорю. Бля. Я хочу это поставить. Цилиндрик. Да, Леш? Цилиндрик, потому что коллектор поставить неудобно. Это проблема. Ну вот еще регулировка есть. Я ее отодвину. У меня будет натяг. Ждем, пока прогреется лямбда. Сенсор. Насос. Накрутила! Просто дросселя сложно регулировать. Механика.
Пушка, бля. Что, БМВшники еще остались в Якутске? Видимо, да. Крайние. Якутские гонки 2022. Сегодня, сейчас, минус 13, ноги отлетают. Это было несколько лет назад, и тебе Выбирай же. многоуважаемый человек на своей работе, конечно. Товарищ судья, смотрите, вот, Не, вот ты можно подожди, сравнивать подожди. с этим же. Знаешь, как ДПС это делает на дороге? Знаешь, да? Подожди, он там не работает, не надо мстить. Я вижу запаску. Я проверю. Неделю надо. Я уже привыкла. Ну, в целом, как обычно, охотничье ружье, камуфляж. Сильно не дергайте, пожалуйста. В смысле, это угроза была или обещание? Сразу, давай. Мы не можем угрожать, не позволяет. Вот это, Вася, улыбайся, Вася, ты Это кино. улыбаешься на себя? YouTube есть? YouTube блокирует. Четвертая машина без замечаний. Не, ну мы же договорились, что оно вот... Мы взяток не берем. вообще. А вот так запаска должна торчать? А я намекнул. Ты не намекнул, ты прямо сказал.
немножко погрузки в связи с тем, что произошла такая ситуация. То развалился шкив и успел доехать, вроде ничего не случилось, но потери серьезные. Видно? Что видно? О, вижу шкив. Крышки тоже, что ли? Крышка сожрала. Он кривой. Видишь, он наклонен. Он вывалился. Он вывалился. Все, понял. Нормальный. Россия. Нормально. Нормально? Нормально? Россия, нормально. Нормально. Самое главное, безопасная езда. И то же самое во время заезда тоже. Берегите себя, берегите друзей. Не надо ругаться, ссориться. Не можешь ты вылезти, но уступи, кто впереди. Если здесь проворонил где-то, поворот где-то, что, счавкал, ну потом, если ты сильнее, ты догонишь его, и все равно. Год собираемся, деньги бешеные тратим и разваливаем машины. Согласны, я думаю, все, да, со мной? Договорились, да? Все, всем удачи. Номером 16 Овчинников Валерий, команда ТОП-1 Racing Club. Первого не существует. Нет, вот только. Под номером 1 у нас Дерюгин Дмитрий. Сухарев Николай, номер 9. Такое бывает. Лидирует номер 13, Басаев Максим. Далее номер 1, это Дерюгин Дмитрий.
Да ты чё? Картонку сразу, это масло. Всякое бывает. Но мне бы так уже, блядь, развалилось. Нашел? А вот этот крайне вот правильно сделал. Прям вот, как я тебе сказал, да? Она пошла, потому что дальше хорошо. Вот человек, который собирает. Что сделаешь? Это гонка. Мы начинаем диагностировать. Посмотрим. О, это да. Это все новое было. Новое в зазорах допуски. Это кованое все. Как? Почему в блоке нет часть коленвала? Потому что коленвал плохого качества производства. Он новый, но он китайский. Значит, на нем нельзя больше 8 тысяч ехать. А он ехал 9. Вот и все. Что делать? Что будем делать? Блок есть, колена нет. Будем что-то думать. Жака сказал, надо оплатить его, работу. Тогда будет мотор ехать. Ассаламу алейкум. Как здоровье твое? Так все. Тень. Он сразу сообразил! Ну, еще передачка по... Ты понимаешь, почему масло чуть-чуть потемнело? Поедем на стоке. На каком только? Ну, надо было просто ехать, не крутить. Ну, тоже такое. Вот была бы потом суббота, хорошо, я даже откатали бы. А в субботу важная была бы суббота. И мне надо было где-то выполнить, я бы то же самое сделал. Хорошо, что первая гонка, потом через неделю. Это как миньон, одноглазый, только это... Улыбак. Чистенький. 7-й. У него вот рот и 2 глаза. Ну ничего. Есть неделя, точнее 4 дня. И все. После вчерашнего еще и... Да нормально, проснулся, да и пошел дальше. Всем позвонил, всех замучился. Есть мотор 4G? Есть мотор 4G? Даже чувак, который на скане есть, я говорю, у тебя есть мотор 4G? Он говорит, я на скане есть. Я говорю, а у тебя есть мотор 4G? Чуть-чуть не выбежал. В общем, мы приехали к своим друзьям в связи с тем, что у нас Toyota Corolla по понятным причинам развалилась. Поэтому у нас есть вариант поехать на Honda Civic
ежик. Делаем осмотр, машина долго стояла, есть над чем поработать, вот будем решать. Так, конечно, будем заниматься Карлой, потому что запчасти все-таки ждем, когда нам скажут что-нибудь, поэтому идем делать. Так, короче, вот коробка. Здесь первая, вторая передача спун, третья, четвертая, пятая ТС. Что-то со второй передачей. Примерно синхрон. Прилипает, короче, ну не работает передача. Плюс-минус 100%. Да, нам теперь надо. Вот эта коробка была здесь первая, вторая, третья, четвертая стандартная. Ой, первая, вторая, третья стандарт, четвертая, пятая передача АТС. Нам надо стой переставить первую, вторую, третью на эту. Надеюсь, у нас получится. Делаем мы это в первый раз. Вот, в жизни, да. Мы все фотографировали, записывали. Ну, как бы, вроде бы все должно получиться. Привет! Who is this? Ржавчиной. Ну, ржавчина, а стеночки? В среднем положении. Ржавчина? Закупал там. Ну, через вон прокладку. Ну, ржавчина тут. Помнишь, у нас горела свеча же. А, и либо она туда упала. Нет. Не упала, не надеюсь? знаю, нахуй. На Джизете проходил. Какой твой GZ? Дерьмо. Тебе. Вот Honda. Вот корзина. Тюнь. Диск. Вот. 4.1. Хорош. Ну, это сток. Мотор сток. Вот привод, как брызжет, когда ездят вот так вот. На ней. Ну, примеряюсь. Ну, руль такой, да, олдскульный, старый. Момо, наверное. Даже стартовые номера остались. Легенда 17 номер. Привода все сзади лежат. Сразу. Очень обожаем. Киска яза! Все. Мы ее так и выводим. Так и положим. Мы же разного стану. Можно спина болеть, вот я подниму. Ну, давай, нет, давай втроем. Археология 2022 года. 4 AG. Алексея. Honda. Это круто. Не, вот такое, кстати, на сегодняшний день, вот такое стоит 100. Нет, 100, вчера заходил, 100 тысяч. Непонятно что. Ну, то есть беганое, вот в масле, 100 штук. Так, есть же отсечка. О, сколько нервов, да? Но стоит того, по-любому. 2 дня ожидания. Но еще стоит скрыть, это мы радуемся, что он вообще есть, существует. Но даже если он даже есть, можно его расточить в будке. Только матерюсь, потому что нет. Стандартный низ собрать, стандартный, как заводской, поршня, шатуны, вкладыши и тому подобное, завода как идут, а верх у нас будет чуть-чуть тюненный, распредвалами и компьютером. Ну, нагрузку сделаем меньше, чем было. Надо все поставить и успеть настроить. Тюнь. Стоп. Коленка.
Посмотри на это. А я говорил тебе кто-то раз. Подожди, шайбу поставили, стоит, ты проверил? Да, я поставил. Да. Пошла. Put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. С армиями Лжедмитрия II в Подмосковье сейчас стоит Химкинский лес. Владимир Поливаев.
Так, давай я закрою, потому что это... Я чуть меня не прилетел, я третью не попал. Привет, ты бы сказал. Не, я видел же. Ты прилетел, говоришь, я тебя спас. Он специально так сделал. Я сейчас буду догонять. Нервы сдают потихонечку. Мы в жопе. Или в шоке. Ничего, нормально. Хоть и техника едет. Одно радует. На этом все. Дальше потом больше. Братан, не попадаю же? Сейчас. Только на третьей я ездил. Ну, я скажу, ну так неплохо едете, да? Если, ну там на третьего идет. Мне вторую и все, я летать. Просто опасная тема. Ты летишь на второй, как я знаю. У меня сейчас второй раз было с этим. 15-й крайний заезд. Да, самый Крайний. Кто крайний, самый Первая дорожка. А Он час едет. сейчас. Все? Никого нет? Вон, выпал, блядь. Я только отказал. Быстро начинаем. Ничего не Это же короткий привод.
самое, не совсем хорошее. Красава, долго ехал в лидерах. А все, у меня одно колесо стало потом. Я же тебе говорю, запахом. Ну, говорит, старое. Я говорю, запах идет. У меня усилит стало, я вываливаюсь, у меня одно колесо работает. И на еле. Ну и что, я буду его перекрывать, что ли? Четвертым у нас идет номер 8 Еще один привод. Ну что, дело подошло к концу. Мы закончили гонку. У нас не совсем все хорошо, но мы старались, бились. Технику пытались хорошо подготовить в связи с тем, что запчастей нет в нашем городе. Поэтому мы брали бэушные, ржавые, как говорится, из помоек. Пытались что-то из этого делать, но как вывод, моторспорт, он только на новом. Это учтено будет на будущее. И рекомендую всем, что никаких старых болтов, никаких старых запчастей не ставить в агрегаты, в ходовую часть, трансмиссию. Мы бились, делали все, что можем на таких машинах, которые среднемоторные, даже ниже моторные. Некоторые машины мы не успели подготовить, точнее, не было времени даже на это. Поэтому все хорошо, рекомендую заниматься автоспортом. Технический вид спорта, он не щадит. Всем пока. Главное участие, терпение и нервы, которых у меня нет теперь. Вы, наверное, думаете, что посмотрели фильм о гонках. Отчасти вы будете правы. Но если задуматься, перед вами прошла целая жизнь, пусть и небольшой ее отрезок. Почему? Все просто. Наша жизнь как одна сплошная гонка, в которой могут быть как невероятные взлеты, так и неожиданные падения. Ведь никто из нас не защищен от неудач. Но именно благодаря им мы становимся сильнее. Мы учимся ценить людей, которые рядом с нами, воспитывать в себе волю, закалять характер, стремиться к результату. Какой будет твоя гонка, решать только тебе.